Родился в семье, многодетной семье. Отец у меня работал шофером в совхозе. Мать, уже когда мы уже были, я где-то, наверное, лет 14, 13-14 мне было, только тогда пошла на работу уборщицей в школе. Была прорывная тема, прорывное изобретение на то время. В связи с тем, что шел коллапс экономики Советского Союза, оно в какой-то степени просто притормозилось и не пошло во внедрение. Это шла подготовка к учебному году моему сыну, он у меня старший ребенок в семье, он в 7 или 8 классе тогда был. У него порвались просто кроссовки. С деньгами было очень тяжело. Я говорю: сына, давай, сынок, Селим, я тебе эту подошву пришью. Взял нитки и начал пришивать отклеившуюся резиновую подошву. И у меня тогда просто покатилась слеза по щеке. Было обидно. Думаю, 2 родителей в семье, 3 всего детей, не 6, как у наших родителей. Почему я, имея высшее образование, почему супруга, имея высшее образование, мы не можем минимальными потребностями обеспечить наших детей? Здесь основная база нашей компании «Метаком», территория 1,5 гектара. Здесь на нашей базе производство цеха по производству профнастила, металлочерепицы, сопутствующих этих компонентов, линия разделки гладкого листа, оконное производство на этой территории расположено и производство армирующей сетки. Много было молодых ребят, которые практически не могли обеспечены быть работой. И мы создали рабочие места, и сейчас где-то более 80% крымских татар работает на этих производствах. Я горжусь этим. У меня есть возможность, я вижу возможность инвестирования, помочь таким ребятам, девчатам, которые знают, что и как сделать, или есть огромное желание. Я бы просто хотел, чтобы они набрали мой телефон, чтобы помочь им встать на ноги именно с научной точки зрения. Увидеть крымско-татарского Илона Мака или крымско-татарского Билла Гейтса. Вот это моя мечта.